Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ма джа'аля Аллаху ли раджулин мин кальбейни фи джауфихи. Аллах Тәала ирнең эчендә ике йөрәк кылмады. Ирнең эчендә Аллах Тәала ике йөрәк кылмады дип Ахзаб сүрәсендә безгә хәбәр бирә. Всевышний Аллах в суре Ахзаб говорит: не создал Всевышний Аллах внутри мужчины два сердца. Не создал Всевышний внутри мужчины два сердца. Бу аят кәримәдә ир язылган, ир кеше. Ләкин мондагы максат ир генә түгел, әлбәттә башка кешеләр дә. Ягъни һәм хатын-кыз, һәм дә бала. Гомумән һәрбер кеше. Аллаһ Тәаләнең тик ир дип әйтүендә әлбәттә хикмәт бар. Чөнки ул алдынгы башлык, бөтенесе аңа карый, аңа иярә. Ягъни күз белән әтигә карап тәрбия алалар. Шуңа нәрсә әйтә Аллаһ Тәала? Аның эчендә ике йөрәк кылмады. Нәрсә аңлата ике йөрәк? Ике йөрәк аңлата кеше ике нәрсәне ярата алмый. Я ул дөньяны гына ярата, я Аллаһны гына ярата. Икесен бергә бер эш, күңел, бер эшебездә ике мөхәббәт һәм Аллаһка да, һәм дөньяга да була алмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала әйтә: "Ма джа'аля Аллаһ", кылмады дип әйтә. То есть невозможно иметь два сердца внутри, в груди два сердца невозможно. Это означает, что невозможно любить для человека и Всевышнего Аллаха одновременно, и одновременно данный мир. Этот мир любить одновременно невозможно. Поэтому человек может любить или только Всевышнего Творца, но мир любить не сможет. Но когда мы говорим «любить не сможет», не означает, что он не будет работать и будет сидеть дома. Об этом мы много говорили, о пророке, он является образцом, и мы говорили, что он имел 10 путей заработка. 10 путей дохода он имел. И смотря на данный пример, уже можно сказать, что мусульманин, он не может сидеть дома и не работать. И данные мнения не выходят из предложения, что он не любит этот мир. Он не любит, но он работает. То есть все приходит к одному хадису, где пророк говорит: «Иннама аль-а'малу бин-нiyya». Все дела от намерений. То есть он работает с намерением, чтобы достичь довольства Всевышнего Творца. Поэтому, если человек любит Всевышнего Творца, он этот мир любить не сможет. Но тот, кто любит этот мир, он Аллаха любить не сможет. Исключений нету. Если во всех правилах есть исключения, то в данном правилах подобного рода является само по себе исключением из того, что в нем нет исключений. То есть не может быть человека, который скажет: «Я исключение, я люблю и Аллах, и этот мир». Поэтому стараюсь для этого мира как будто буду жить вечно. Шуның өчен Аллаһ Тәала әйткән аят кәримәдә Ахзаб сүрәсендә кеше я Аллаһны гына яратыр, һәм аның эшләгән, аның кушкан эшләрен эшләр, кушмаган эшләреннән тыелыр, һәм дә тыяр, һәм дә Тәүбә сүрәсендә бу җөмләләргә дәлил бар. В суре Тәүбә Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим: «Валь-му'минуна валь-му'минат». Верующие мужчины и верующие женщины, ба'духум аулияу ба'д. Некоторые некоторым друзья. Мы знаем, у пророка был друг, это Абу Бакр Сиддик. А остальных он называл сподвижниками. Термин «друг» не использовал, говорит «сподвижники». А вот по отношению к нам, к мусульманам, которые не видели пророка, он использовал слово
мои друзья. На что сподвижники были удивлены. Всевышний Аллах что говорит? Верующие мужчины и верующие женщины – друзья. «Ятмуруна биль ма'руфи ва янхауна анил мункар». Они приказывают то, что в Коране прописано. Фарзы, ваджибы. То есть, одним словом, приказы. Все, что приказано в Коране, приказывают. То есть, я знаю, я выполняю, а остальным не учу. Такого нет у мусульман. В принципе, он, что знает, учит других. Понравится, не понравится, он смотрит только на то, что понравится ли Всевышнему. А тут гарантия, если Всевышнему понравится, людям тоже понравится. Наоборот, если людям понравится, Всевышнему понравится, это еще не правило. Главное, чтобы понравилось Творцу всего мира, Создателю настроения, Создателю жизни, Создателю абсолютно всего. И они отдаляют друзей, родственников, от того, что Всевышний Аллах запретил в Коране. «Янхауна анил мункар». Нәрсә Коранда тыелган булса, алар тыярлар. Нәрсә Коранда кушылган булса, алар аны кушырлар. «Ва юқимуна ас-салата». Здесь мы видим определение верующих мужчин и верующих женщин. То есть, если спросят, кто такие верующие мужчины? Вот ответ на данный вопрос. Кто они? Они те, которые приказывают одобряемые, и те, которые запрещают то, что запрещено в Коране. Юкаймуна ас-сала, они те, которые читают намаз. Вот видите, это определение верующих мужчин, верующих женщин. Кто они? Они те, которые выполняют намаз. Но этим Всевышний Аллах не заканчивает, продолжает. Кто же они еще? Ю'туна заката. Они те, которые отдают один раз в году закат от имущества. Все? Нет. Аллах продолжает. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. И они подчиняются Аллаху и посланнику. Всевышний Аллах подчеркивает не только Аллаху, но и посланнику. Потому что посланник – это тот, который нам и принес данные законы Всевышнего Творца. И вот именно они являются верующими мужчинами, верующими женщинами. Соответственно, если человек хочет себя назвать верующим или верующей женщиной, он должен выполнить все эти 4 пункта. Приказывать халяль и запрещать харам, воздвигать, совершать намаз, отдавать закат и подчиняться Аллаху и Его посланнику. «Улаика саяхамухумуллах». И вот именно они, Аллах говорит, те, над которым будет милость Аллаха. Тик олар гына Аллахның рәхмәтенә ирешерләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Без һәрбер үлгән кешегә әйтәбез, мәрхүм. Мәрхүмнең мәгънәсе дә инде ул рәхмәткә ирешкән дигән сүз. Тик сорау гына бар, ул мәрхүм үлгән кеше рәхмәткә ирештеме яки җәһәннәмгә кердеме? Сорау бит бар. Үлде ул. Мәрхүм дип әйтәбез, ә мәрхүм булдымы соң? Ярай безнең фәрештәләр 384. Шул вакытта амин дисәләр, бу дуга булып бара. Мәрхүм дип әйттек, үлгән кешегә чынлап та фәрештәләр амин диде, аның хәле үзгәрде. Бу да булырга мөмкин. Ләкин төп рәхмәткә ирешкән кеше ул кем? Кем изгелеккә өнди, начарлыктан тыя, намазын үти, закатын бирә һәм дә Аллаһ белән пәйгамбәргә буйсына. Аларга Аллаһның рәхмәте була. Һәм дә шулай ук Әнәс радиллаһу анһудан хадис ривайәт ителә. Пәйгамбәрнең хадисе. Пәйгамбәрбез әйтә: Үзендә шушы 3 нәрсә булган кеше иманның тәмен белер. Кем үзендә 3 нәрсә күрсә, иманның тәмен белә. Хвала Всевышнему Творцу, все мы верующие, и все мы знаем, что у нас есть вера, поэтому мы здесь. Но вопрос, а кто знает вкус веры? Вот мы знаем, вы наверняка болели, и помните, когда вы болели, наверняка ели, а аппетита не было, но надо было есть. Почему?
аппетита нет, но что-то требует внутри, кушать надо. Но на вопрос «вкусно» мы говорили «не знаю». Почему? Потому что когда болеешь, рецепторы, они как-то отключаются или вкус теряется действительно. Хотя домочадцы говорят «суп вкусный», а мы сидим думаем «а почему мне кажется, что суп невкусный?» Хотя даже кажется, может и вкусный. В общем, для меня абсолютно ноль. Суп как суп. Все дети говорят «суп вкусный», а мы сидим, кушаем, думаем «почему я не чувствую вкус?» Почему? Потому что я болею, я заболел. Это у нас называется физическая болезнь.